Посмеялся вчера над вашими эмоциональными комментариями после просмотра моего видео про пресс-конференцию Кадырова и не смог не сделать такую нарезку. Кто хочет, чтобы их не убивали, мы просим их, чтобы они забрали к себе, и кормили их, А те, кто, говорят, их убивать, и тоже, есть причины. Кинокомпания «20 век Кокс» представляет самый кровавый фильм современности про мафию «Дон Дигидон». Ну а теперь к серьезным темам. В Беларуси обнародовали проект изменений в Конституцию. В нем указано, что теперь президент может находиться на своем посту не более 2 сроков. В настоящее время, согласно дважды ранее переписанной Конституции Беларуси, править можно было без каких-либо ограничений. Вроде бы хорошая новость для белорусов, однако Лукашенко такие изменения не касаются. Ограничение на число президентских сроков начнет действовать только после вступления в должность вновь избранного президента. Референдум должен пройти не позднее февраля 2022 года. Перед этим состоится публичное обсуждение, а про президентские выборы сейчас вообще речи не идет. Также в документе говорится, что президент страны имеет право вводить режим ЧС в случае попыток насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения государственной власти, вооруженного мятежа, массовых и иных беспорядков. Кроме того, там указано, что президент обладает неприкосновенностью, его честь и достоинство охраняются законом. А также, что президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением им президентских полномочий. Отмечается, что прекративший исполнение полномочий президент сможет стать пожизненным сенатором, а Всебелорусское народное собрание представлено как высший представительный орган народовластия. В общем, предпоследний диктатор Европы, как последний, Путин, подстелил себе соломку по кругу со всех сторон, понимая, что ветер перемен может дунуть в любую сторону, а упасть ему хочется мягко и комфортно. Тут тебе и продолжение правления до самой смерти, и уголовная неприкосновенность за все совершенные преступления против собственного народа. Член Белорусского координационного совета Павел Латушко, на которого возбуждено несколько уголовных дел в Беларуси, назвал поправки псевдоизменениями, которые не приведут ни к каким изменениям внутри государства с точки зрения развития гражданских институтов и демократических институтов в Беларуси, заявив: этот документ подтверждает сохранение исключительной власти в руках диктатора. Он направлен на укрепление диктатуры в Беларуси. Попытка подачи Всебелорусского народного собрания в качестве органа народовластия ущербна, потому что фактически в каждом государстве есть разделение ветвей власти на законодательную, исполнительную и судебную. В Беларуси разделения ветвей власти не существует, но вводится еще один орган власти, то ли законодательный, то ли исполнительный, который, как предполагается, возьмет часть функций на себя. С точки зрения количества избираемых лиц этот орган является абсолютно искусственной надстройкой, ширмой для фактически продолжения той внутренней политики, которую осуществлял диктатор Лукашенко. Все его решения будут носить, скорее всего, декларативный характер. Лукашенко уходит от главного требования общества о том, что должны быть проведены новые выборы главы государства в Беларуси. Мы предлагаем белорусам идти на этот псевдореферендум и сделать все, чтобы эти бюллетени были признаны недействительными, и вместе с ними этот референдум, заявил Латушко. Не отстает от Лукашенко и Путин, который сейчас озадачен постепенно надвигающимися выборами. Как сообщают СМИ, Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года. Предварительные обсуждения на эту тему начались еще с лета, рассказали два знакомых с ходом дискуссии источника РБК. В
частности, шла речь о том, что кампанию нужно планировать не за год, а заранее, уточнил один из собеседников. На совещаниях, где так или иначе затрагивали вопрос президентских выборов, шла речь о возможной кампании Путина. Обсуждается кампания с определенным кандидатом, иных вариантов на данный момент нет. Особых сомнений в том, что Путин, пока жив, будет президентом, нет никаких. Во-первых, по банальной причине – диктаторы всегда умирают на посту. Либо от старости, либо от пули. Ну или веревки и других бытовых предметов, которыми благодарные избиратели увековечивают их память. Вторая причина – объективная. Диктатор – просто гарант существующих балансов и раскладов. Когда эти балансы меняются, появляется другой диктатор. Если балансы менять нельзя, то и точку равновесия никто трогать не собирается. Кстати, поэтому все диктатуры конечные. Бессмертных упырей, к счастью, не существует, а конец диктатора неизбежно ломает существующие расклады, причем крайне стихийным образом. Субъективная причина тоже понятна – страх. Страх за бесчисленные преступления, которые совершены и за которые придется отвечать. В России создана типичная азиатская система управления, в которой безопасность гарантирована только властью. Утрата власти означает утрату безопасности. Путин не может уйти на пенсию, писать мемуары, так как любой преемник будет просто вынужден списать на кого-то всю существующую катастрофу. Мемуары быстро превратятся в некролог. Поэтому сообщение о том, что после 2024 года Путин видит на посту президента только себя и никого другого, нисколько не удивительно. Другой вопрос, что ранее решение озвучивалось в самый последний момент, сегодня же очень и очень заранее. Очевидно, что конкурентами Путину станут несменяемые актеры роли «Кто, если не Путин», Зюганов и Жириновский, которые были оппонентами на президентских выборах еще давно покойному Ельцину в прошлом веке. Наверное, Россия – это единственная страна в мире, где каждые несколько лет, уже третье десятилетие, предвыборную гонку ведут одни и те же люди, которые постоянно проигрывают Путину, который даже в дебатах не участвовал ни одного раза в жизни. Очевидно, приближение выборов и уготовленная роль так сейчас влияют на Жириновского, которому приходится постоянно нести какую-то чушь, чтобы себя дискредитировать. Так он заявил, что бедные российские дети боятся санкций, поэтому, чтобы детки перестали их бояться, нужно в новогоднюю ночь нанести военный удар по Западу и Украине. Я бы как раз использовал сейчас, пока вроде договорились, давайте там в Женеве, в январе соберемся, вот сейчас шарахнуть 31 декабря в ночь на 1. Уже все под шофе, ну подождать, там-то разница есть в часах, поэтому часа в 4 утра. В 5 утра, когда весь этот Запад будет в лёжку лежать. И не обязательно их всех бомбить, но выборочно наказать надо кого-то, напугать надо кого-то. Иначе все время будут пугать санкции. Это же, понимаете, стресс какой. Дети же слышат, дети слышат, они боятся. Они думают, что это за страна, где мы живем, нас всеми ограничивают. Судя по всему, Путин повторяет участь румынского диктатора Чаушеску, который захватил власть в 1965 году. Далее, в 1974 году он переписал Конституцию Румынии и внес изменения, передающие высшую исполнительную власть от коллективного органа Государственного совета к единоличному главе государства, президенту, то есть ему. Согласно Конституции, президент стал избираться Великим национальным собранием, парламентом страны, сроком на 5 лет. Уже на следующий день Чаушеску избирается на президентский пост. В дальнейшем он неоднократно будет переизбираться в качестве единственной кандидатуры, фактически став пожизненным президентом. Первые проявления румынами недовольства его властью произошли в 1977 году, когда им был поднят пенсионный возраст. Как и Путин, Чаушеску был патологическим параноиком. Он постоянно боялся, что его отравят или убьют, что он может подхватить какую-нибудь болезнь. Например, после пожатия руки или прикосновения к предмету, а также садясь за стол, он обязательно протирал руки спиртом, который имел при себе его личный охранник. В поездках его сопровождал личный инженер-химик с портативной лабораторией, проверявший еду Чаушеску на ядовитость, бактерии и радиоактивность.
Еда же, например, во время приездов в СССР готовилась из продуктов, доставлявшихся из Румынии отдельным самолетом, и она обязательно должна была быть продегустирована врачом. Для охраны Чаушеску было выделено почти 40 тысяч сотрудников службы безопасности. Охрана также полагалась жене и другим членам его клана. Когда передвигался кортеж главы государства, то в зданиях, которые располагались вдоль обычных маршрутов передвижения кортежа, имели спецпомещения, где в засаде находились сотрудники спецслужб. А в центре Бухареста спецслужбы создали многочисленные подземные лабиринты со складами оружия. Склады находились в подземных ходах, которые были прокопаны под зданиями Государственного совета, ЦК РКП и главной площадью Бухареста. А вокруг столицы Румынии были также выкопаны подземные ходы в 2 кольца, которые вели на секретный аэродром. А уже оттуда Чаушеску мог бы бежать дальше в безопасное место. На берегу озера Херистрео у Чаушеску имелся так называемый Дворец Весны, в котором был свой противоатомный бункер. Он был связан посредством подземных ходов с другими зданиями и 2 секретными аэродромами, расположенными вблизи столицы. Но ничто из этого ему в итоге не помогло. Соломы подстелил целый сток, а упал мимо. Как бы ты ни старался себя обезопасить, как бы ни обнулял Конституцию и не прописывал себе пожизненную уголовную неприкосновенность, судьба находит всех кровавых диктаторов. Несколько дней назад состоялась годовщина того самого митинга, который собрал в свою поддержку в 1989 году Чаушеску. Буквально за пару недель до этого он был опять переизбран руководителем страны. Его вступление на собранном по этому поводу съезде правящей партии длилось 3 часа. И за это время делегаты перерывали его аплодисментами 34 раза. Если поделить 180 минут на 34, то получается, что диктатору Румынии аплодировали каждые 5 минут. Чувствуя, что демонстрации любви со стороны съезда мало, власти решили продемонстрировать еще и любовь улицы. С этой целью упомянутый митинг как раз и был собран. Дальше, вы все сами знаете, мероприятие закончилось народным восстанием, его арестом и последующей казнью. Среди всех свергнутых восточноевропейских правителей Чаушеску был единственным казненным. Его режим был наиболее репрессивным. Чем тщательнее ты запаиваешь котел, тем сильнее будет взрыв, когда давление изнутри достигает критического уровня. В эфире советской телепрограммы «Время», вышедшей 26 декабря 1989 года, казнь тогда назвали дословно «жестокой расправой над одним из величайших диктаторов современной Европы». В 2024 году состоятся президентские выборы в России. К этому времени Путин будет удерживать власть вот уже 24 года. Отмечу, что Чаушеску правил столько же, 24 года. И казнен он был, когда ему был 71 год. На момент выборов Путину также будет 71 год. Уж очень много схожего у него и у румынского диктатора. Николая и Елене Чаушеску было предъявлено обвинение в следующих статьях Уголовного кодекса Румынии. Статья 145 «Разрушение национальной экономики». Статья 163 «Вооруженное выступление против народа и государства». Статья 165 «Разрушение государственных институтов». Статья 356 «Геноцид». При этом список всех преступлений Путина гораздо больше, начиная с 90-х, когда он воровал продовольствие голодающих Петербурга, взрывал дома рязанским сахаром, чтобы прийти к власти, разворовал и развалил страну, угнетая и уничтожая собственный народ.